Я родился в городе Якутске в 1985 году в обычной семье. Мой папа Спиридонов Афанасий Семенович работал преподавателем в техникуме. Мама Спиридонова Мария Алексеевна работала в Сахатеатре. У меня есть брат Ниргун, он на 3 года младше меня. И детство у меня было обычным. То есть я, как и все дети, любил играть, бегать, купаться, кататься на велике. Так как меня назвали Юрий, я мечтал стать космонавтом. Возможно, это связано с моим именем, потому что меня назвали в честь первого человека, который полетел в космос. В разном возрасте у меня были разные предпочтения, они менялись. В юности, в детстве таких особенных увлечений у меня не было. То есть я, как все обычные дети, больше любил играть на улице со своими сверстниками. Летом всегда был на сенокосе. То есть с утра сенокос, вечером играешь со своими друзьями. И в перерывах успевали еще порыбачить, поохотиться. И вот такое обычное веселое детство мне было. Я окончил Сотинскую среднюю школу. Это 65 километров от города Якутска, Ус-Алданский улус. В школе я был активным ребенком, поэтому со 2 класса я посещал спортивные секции. Вначале это была легкая атлетика, борьба, футбол, волейбол, тэквондо, шахматы. То есть после учебы обязательно после обеда ходил в спортзал. Особых достижений в спорте у меня в школьные годы не было, но я участвовал всегда в спортивных соревнованиях района и республиканских турнирах тоже. Самых запоминающих моментов в школе это, скорее всего, мое посещение в качестве участника рождественской президентской елки. Это было в 2002 году. Я там познакомился и пожал руку нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. И он мне подарил, нам всем подарил персональный компьютер Pentium 4, помню. Вот, и на этом компьютере как раз таки я научился азам программирования, стал делать презентации и тоже очень сильно продвинулся по части, как сейчас называется, в IT-части. После окончания школы я планировал поступить в МГТУ имени Баумана на энергетика. Но во время сдачи вступительных экзаменов мне сказали, что могут меня взять на вузы технические в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. Мы стали думать, в какие вузы бы нам подать документы. И так как наши знакомые учились в городе Екатеринбурге, с мамой решили, что буду учиться в городе Екатеринбурге. И так я стал студентом Уральской государственной технической академии, специальность технология гидролизных и микробиологических производств. Мы планировали 2 года отучиться и поменять специальность, потому что специальность была такая достаточно редкая, нестандартная, скажем. Но я подружился с одногруппниками, начал ходить на первые производственные практики на заводы, посмотрел, что как там работает. Мне это все понравилось, и я решил остаться, и вот стал технологом. Технолог – это творческая, интересная профессия. Чтобы работать технологом, необходимо всегда отталкиваться от регламентирующих документов. Это такие документы, как ГОСТ, это технический регламент таможенного союза, ТРТС так называемый, и СанПины. В процессе работы технолога всегда есть такие стандартные задачи и нестандартные задачи. Конечно, стандартные задачи они решаются согласно, опять же, вот этим нормативным документационным актам и так далее. А нестандартные, конечно, нужно принимать такие интересные, опять же, нестандартные решения, тем мы и занимаемся. И в связи с этим работа технолога, я считаю, она является очень интересной. И самое главное, работа технолога, она видна сразу. То есть это качество и эргонометрические свойства своего выпускаемого продукта. Поэтому, чтобы продукт был хороший, нужно постоянно улучшаться, совершенству нет предела. Я начинал, как я вам говорил, работать в городе Екатеринбурге, начал с завода Тинькофф. Я сначала устроился туда, будучи студентом. Первая моя должность была это слесарь-наладчик. Я налаживал линию розлива, оборудование. Потом я перешел на другую ступень, это помощник технолога. И параллельно еще до этого я проходил практики на таких заводах, как Хейникен, Очаково, и в 2007 и 2006 году здесь АО ФПК Якутия на заводе тоже я проходил практику.
Завод у нас здесь новый, в 2005 году только открылся, поэтому начальник ПТЛ Максимова Лена Васильевна порекомендовала мне обязательно поработать на другом производстве в центральной части России, чтобы набраться опыта и сюда приходить с определенным багажом, как говорят сейчас нынешняя молодежь, с бэкграундом. Вот, что я, собственно, и сделал. Здесь я начал работать в 2008 году. Сначала я был варщиком-бродильщиком 4 разряда, через 2 года стал мастером варочно-бродильного цеха, потом стал старшим мастером завода, далее технологом. И в 2014 году меня перевели на должность главного технолога производства, и до сих пор я работаю в этой должности. С 2008 года мы с Леной Васильевной Максимовой пытались купить и установить водоподготовку для воды со скважины, которая находится на территории завода, в 150 метрах от нас. Это нам удалось только в 2014 году, когда пришло новое руководство в лице Павла Юрьевича Степанова, Туяра Анатольевны Алексеева и Валерия Ильича Кривошапкина. Они изучили наше ТЭО, технико-экономическое обоснование, и закупили нам современную водоподготовку для воды со скважины. Это нам позволило улучшить качество воды, то есть она стала стабильной. Вода со скважины имеет один и тот же химсостав круглый год, в отличие от речной воды, которая меняется в период паводка. Такие показатели, как окисляемость, жесткость, светность, pH, сильность, скотчет. А вода со скважины имеет круглый год один и тот же химсостав, и под этот состав мы закупили водоподготовку. Соответственно, у нас появилась возможность выпускать питьевую воду, чаи, газированные напитки, линейку Like, и сейчас уже выпустили тонизирующий напиток Yes. Помимо этого, мы всегда придерживаемся такой стратегии, что мы должны использовать обязательно брендовые компоненты, которые у нас в Якутии растут либо добываются. И вот такие достижения. Самая главная мотивация – это моя семья, конечно. Поэтому я понимаю, что я как глава семьи должен предоставить максимально комфортную жизнь для моей семьи. И как руководитель от меня зависит качество выпускаемой продукции. От качества выпускаемой продукции зависит объем продукции. От объемов продукции зависит и объем продаж. От объема продаж зависит зарплата моих коллег. Поэтому я понимаю, что мне надо постоянно улучшаться и совершенствоваться. С моей супругой Натальей мы познакомились в 2002 году в городе Екатеринбурге. Мы были студентами первого курса. Она окончила Уральский государственный педагогический институт. По специальности она логопед-дефектолог. Сейчас работает в Республиканском реабилитационном центре логопеда. У нас есть 2 дочки. Старшую зовут Виолетта, ей 11 лет. Она школьница 17-й школы. Помимо учебы занимается волейболом и входит в IT-школу Алтан, которая ей очень нравится. Младшую зовут Ариэла, ей 5 лет. Она ходит в садик, вовсю повторяет свою сестру, копирует. Свободное время в основном я посвящаю учебе. Будучи еще студентом в городе Екатеринбурге, я начал получать 2-е высшее образование экономическое. Перевелся сюда в СВФУ и закончил его. Специальность я получил управление, экономику управления предприятий. Дальше я учился в международной школе английского языка I Speak English очно. Целый год я учился там. У нас была преподаватель-носитель языка Анина Диер, она из ЮАРа. Я окончил программу Pre-Intermediate и перешел на Intermediate. В этом году я еще окончил школу глобального бизнеса, программа стратегический маркетинг, и получил специальность маркетолог. Помимо этого, всегда, каждый год я ежегодно посещаю различные курсы именно по своей работе, по спецификации. Это такие курсы проводятся у нас в основном в Москве, бывает в Мюнхене, Германии и Праге, Чехии. Помимо этого, я хожу в спортзал, обязательно стараюсь 2 раза заниматься физкультурой. И есть такая у меня стандарт, что из 8-10 страниц я в сутки должен читать. Это в месяц получается 250 страниц или 300 страниц. Если какой-то день у меня не получается, значит следующий я должен прочитать 20 страниц. Стараюсь это выполнять, хотя, честно признаюсь, иногда это у меня не получается. В людях я больше всего ценю доброту, порядочность и трудолюбие. Мой девиз у меня есть в Инстаграме на странице прямо. Нет, так скажем, это высказывание нашего академика
инженера-конструктора космонавтики Сергея Королева. Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай. Счастье — это, в моем понимании, это когда родные и близкие живы, здоровы, а ты занимаешься любимым делом, которое их тоже делает чуточку счастливее.